Новое радио. Новое радио. Это «Волна 95,5 FM», шоу «Девчат». У нас в студии я, Ганджина, Фарида, Хубо. И сегодня в гостях у нас блогер-мать Зарнигор Артыкбаева. Здравствуйте, как вы, Зарнигор? Здравствуйте, спасибо, все хорошо. Ага. Как вы? У нас все хорошо, Настрой. спасибо. Мы, наверное, давайте начнем с поздравления, так как у вас сегодня годовщина, насколько известно всем нам. Мы непосредственно являемся вашими подписчиками, в курсе обо всем, что происходит у вас в жизни. Поэтому еще раз поздравляем. Спасибо большое. Как у вас дела? Добрались Всё нормально? отлично, да. Жарко, да? Ужасно. Ужасно жарко. Плюс у нас еще сегодня день рождения у деток. А. Годовщина. У кого день рождения? У двойняшек. Двойняшек, да? Это все-таки двойняшки, да? Вот Да. объясните, пожалуйста, вот людям, вот Зарнигор, человек, который вот знает толк во всем этом, в материнстве, близняшки и двойняшки, чем они отличаются? Полом. Ясно. Не, ну вообще близнецы, это получается, у них все в одном, как бы, Ага, да? А ага. двойняшки, это получается два мешочка, как Так. бы, в животе у мамы, и зачатие немножко по-другому происходит, и плюс двойняшки могут быть разнополыми. А Ага. близнецы, они только однополые. Абу мафамида будам Понятно. Зарнигорки, вайо ки близняшки, вайо агар Не похожи друг сари на як друга? таш дард кунад, сари дигарашам дард мекунад. Есть Ё такое? инес ҳис мекунанд вақте ки ягон ҷоя таш дард мекунад, Синхронизация дигариш. происходит? Нет, И синхронизации синхронизация у нас вообще не происходит, они абсолютно разные. Вот, у нас двойняшки еще мальчик-девочка получается, и по темпераменту, и по характеру, и вообще по Фарт своему... мекунад, да? Да, но друг по другу скучают, хотя их трое. Они друг другу так надоедают. Да, у Зарнигор 3 детей. Как Да. вы это все успели? Вы сегодня добавили в сторис и сказали, что у вас годовщина уже 5 лет получается. Да. Я 5 лет на вас подписана. Можно я буду считать себя крестной матерью ваших детей, так же, как и ваши другие подписчики? Потому что я наблюдала на протяжении 5 лет за тем, как они росли, то есть за всем этим процессом. И просто для меня каждый раз, когда я вижу, как они повзрослели, я такая... Эх, дети, Как как же вы быстро повзрослели. Как быстро Ганджина растут Оля. чужие дети, кстати. Да, Ганджина Олям Чужие кудагдор быстро нашда. дадут. это точно. Мы за час до того, как вы пришли, выбрали тему про материнство. То есть что такое материнство? Это ответственное дело, да, как мы уже все Очень. девочки знаем. Вот материнство. И хотели бы, чтобы вы нам сегодня вот развернули, так сказать, всю сущность. Во-первых, рождение ребенка, воспитание и непосредственно уже контроль, да, над детьми получается. Вот мы бы хотели у вас узнать. Вы для нас как эталон материнства. Да, кстати, я вот хотела отметить, начать с того, что мы вот вначале разговаривали про материнство, и почему-то всю ответственность складывают именно на маму. Хотя я говорю о том, Мгм. что отцы не отпадают от этого воспитания, но Мгм. почему-то у нас принято как? Папочка работает, мама за всем следит. Но когда мама тоже работающая, когда она тоже хочет выстроить свою карьеру и много чего, и вот здесь как это должно идти, как нужно договариваться, чтобы вот мужчины тоже брали ответственность именно в воспитании детей. Если бы я знала, что такое дети до замужества, до своего, наверное, я бы не рожала столько. Вот, потому что на самом деле это большая ответственность, и просто здесь еще очень важна мотивация, да, то есть зачем тебе эти дети нужны. То есть изначально, вот, например, третий мой ребенок, это мой осознанный такой ребенок, которого я реально хотела я, да, потому что Мгм. я забеременела через 2 месяца после родов, двойняшки, плюс они были недоношенные, было очень много проблем со здоровьем, и тут мы узнаем, что я беременна, и как бы, ну, наверное, другой здравомыслящий человек сказал: женщина, зачем тебе это? Но я поняла, что вот я хочу, я с этим справлюсь. И первая мысль у меня тогда была, что вот именно я с этим справлюсь, вот я хочу третьего ребенка. А так, если взять, то у меня тоже были, наверное, какие-то искаженные понятия о материнстве. Я тоже думала, что вся ответственность лежит на маме. Но сейчас, как вот я позиционирую в блоге, что дети — это двойная ответственность, семья — это двойная ответственность, и папа на самом деле, он непосредственный участник этого процесса, не только в процессе зачатия, но и уже после. Мгм. И вот если говорить как, да, то
Да, на самом деле, там первый год жизни ребенка, возможно, папа, он должен больше помогать маме, как-то способствовать ее, там, облегчению ее, да, там, состояния, настроения. Да, он не может, как бы, полноценно участвовать, потому что дети совсем маленькие, и у них потребность, она реально только в маме, да, в большей мере. Но папа, он должен присутствовать, и, как бы, дети должны чувствовать вот эту поддержку, любовь, заботу. Папа играет очень важную роль в жизни ребенка, в воспитании ребенка. И по возможности лучше планировать беременность, лучше планировать роды, лучше планировать детей и договариваться о том, как вы будете, да, друг другу помогать в этом процессе. То есть если папа, да, работает, понятное дело, что первый год, ну, скорее всего, мама будет сидеть дома, и да, ответственность будет на ней, но как мы можем помочь маме? Там, нанять нянечку, немножко где-то погулять с детьми, помочь ей там уложить, там, или, например, ночью встать на ночное, да, какое-то кормление. И это уже большая помощь. А дальше больше вы договариваетесь, и договариваетесь, и договариваетесь. Очень много договоренностей по поводу Зарнигор с мужем, поэтому мы вас поздравляем. 5 лет вы договариваетесь, да, еще дай бог и 50 лет, и больше, и больше. چند وقت پیش ما یک پوبلیکاسیا کرده بودید من دیده بودم چند سوال داده بوده که چه خیلی خوب است چه خیلی زور از زندگی وقتی که فرزند 32 یا 33 سوال رو از مادر نیو از پدر میپرسیدن نقش پدر در تربیت فرزندان و چگونه رولی مهم رو می‌بازد چون که من خودم خیلی کودکی دشوار داشتم و من میدونم که محض نقش پدر به نهایت مهم است در تربیت فرزندان و من دیگر سوال می‌خواستم از شما زرنگار چون که شما برای ما هم نمونه مادری نمونوی زنی نمونوی دختری نمونوی هستید. Относим Зарнигор именно к формату новые мамочки. Это Родила новые для мамочки, Инстаграма. Не, почему-то слово «современный» пугает народ, когда говорят «современные девушки» или «современные мамочки», такие, ой, да мы знаем عروسای этих. زمانوی. Нет, Зарнигор в плане того, что ты читаешь, и ты понимаешь эти чувства, где-то Зарнигор тебя учит, где-то она смеется над собой и над тобой, и поэтому вот от этого идет вот этот обмен очень приятный, ты думаешь, о, наверное, будет примерно вот так, как я хочу, вот так я хочу разбираться, вот так я хочу что-то выяснять. و بسیار حالت‌های هست نظرنگار که ما خودمون هم شاهد شدیم بسیار کامنتاری‌ها شما حتی ریلز کردید از این کامنتاری‌ها که چگونه Хейтеры. بله آنها راضی نیستن و میگن که این چگونه مادر است چگونه تربیت است به تاجیکستان توری نمیگیرد و شما رو چی یordam میکند که چنین آرام به همین چیز اهمیت میدید این چیز شما رو غمگین То есть как вы نمیکند реагируете на Да. хейтеров? Буллинг, да. А я сейчас спокойно реагирую на хейтеров. Мне очень нравятся хейтеры. Пусть пишут. Но вообще, если честно, как бы веду я блог уже 2 года, да, и чисто такого вот прям принятия, да, вот вы говорите на Мунави, на самом деле для меня это так приятно, спасибо, потому что я вообще не на Мунави, как бы, для нашего общества, и изначально, когда я начала писать про тему именно отношений, про тему женщины, да, в семье, и вот именно выделять женщину, что женщина в семье это не мама, это не жена, это в первую очередь человек со своими тоже какими-то амбициями, желаниями, с усталостью, с чувствами, эмоциями. И меня изначально не принимали, потому что мне все говорили, у тебя 3 детей, пиши про детей. Иди чисто мамский блог, рассказывай, как ты справляешься с 3, как ты выстраиваешь режим, да ты еще тренируешься, ты еще успеваешь там работать. Зачем ты говоришь про сложности какие-то в семье? И я понимала, что эта тема, она такая очень чувствительная, и она чувствительна для нашего общества, и, скорее всего, женщина меня не примет. Вот в таком глобальном понимании в нашем обществе она не примет, потому что она не может себе позволить того, что позволяю себе я. И тогда, когда я получаю такие комментарии, я просто понимаю, что человек может быть недоволен своей жизнью. То, что выкладываю я и пишу я, это не какая-то картинка или выдуманная там, да, история для того, чтобы пропиариться, там, да, собрать какую-то аудиторию. Это то, через что я прошла, и то, от чего я кайфую. То есть я знаю, что в моей семье, да, есть проблемы, мы с этим справляемся, мы их решаем, но в целом я живу той жизнью, которую я хочу жить. Я счастлива, я довольна, я знаю, что я максимально вкладываюсь для того, чтобы у нас были здоровые отношения в семье, и мои дети это все перенимали. И то есть чье-то мнение со стороны, оно никак не скажется на том, что там хорошая я мама или плохая. Новое радио.
Это шоу «Девчат». Напомню, что это волна 95,5 FM. Спасибо всем тем, кто нас сейчас слушает. А я напомню еще о том, что нашим генеральным спонсором является Young Cosmetics. Это официальные дистрибьюторы нескольких марок в Таджикистане. Так вот, если вам нужны какие-то уходовые средства для волос, в целом косметика хорошая, можете обращаться к этим ребятам, они вам с этим помогут. Так вот, у нас в гостях еще и блогер-мать, которая позиционирует себя как блогер-мать. У нее в шапке профиля прям написано «Родила для Инстаграма Зорнигор». Кто вас довел до такого? Скажите мне, пожалуйста. Еще там восклицательный знак, типа вот зашли, чтобы не говорили «Ой, родила для Инстаграма». Она такая сразу «Родила для Инстаграма». Все, вопросов не надо, да. Ну да, довели, мне писали, вместо того, чтобы снимать, типа займись детьми, у тебя ребенок орет, а ты это снимаешь, займись детьми. И потом кто-то мне вот так и написал: ты что, для Инстаграма родила? И я такая думаю: ок. Классный Зачем? слоган Да, ты мне придумала. спасибо Ты случайно тебе не большое. СММ-специалист? Во-первых, время сэкономили, да, на объяснение? Да, потому что все равно периодически писали, что почему ты не занимаешься с детьми, ты там сидишь все время в телефоне, как будто кто-то со мной там живет и следит, А сколько вообще, я в сижу. целом, когда вы поняли, что ваши обычные сторисы перерастают во что-то больше, то есть они сформулируются под блогинг, когда вы это уже поняли? Ну, наверное, вот так вот прям под блогинг, наверное, как уже год. Потому что Ага. до этого это, наверное, был такой больше инстадневник. Я искала поддержку до того момента, когда я обратилась уже к психологу с тем, что что-то со мной, наверное, все-таки не так. Мгм. Давайте-ка мы посмотрим, что. Я просто писала, да, какие-то вещи, которые меня волновали, Мгм. мои переживания, какое-то мое эмоциональное состояние. И это вот была, да, такая отдушина, потому что общество не принимало, там, в семье, там, я не могу сказать, да, что у меня какая-то очень строгая или какая-то традиционная семья, но моя мама тоже там, например, не понимала, да, там, она мне говорила: ну, у меня тоже были, а у меня не было стиральной машинки, а у тебя есть стиральная машинка, и нянечки у тебя есть. Типичные То есть, мамы. да, тут были какие-то такие моменты, где ты говоришь: блин, у меня 3 маленьких детей одновременно, люди, это сложно, я устала, там, мне нужна поддержка какая-то, мне нужно понимание, а тебе все время твердят: нет, там, ответственность, ну ты же мать, и О. да, Кстати, пользуетесь этой фишкой? Ну, Я ж ж мать. ну я же Я ж мать. Бывает такое, что вы идете такая в супермаркет, там очень такая: пропустите, я ж мать. Я Куда-то стою Майда тут Дурум. с 3 детьми, я ж мать, я могу. Стоит бедная девочка, хочет, не знаю, сесть в такси из Зорнигор, такая: отошла, я ж мать. Кстати, вас тоже раздражают, да, такие? Да, я ненавижу таких, честно, особенно в Вот. общественных По-моему, транспортах. Май хели вот вахтода он- дурух мегу мам хонада дурум сетай дига. Нет, согласитесь, вот эти люди будто родили для того, чтобы сказать, упрекнуть тебя в том, что они типа родители. Я помню, я стояла вот недавно в очереди в Пайкаре, вечером очень много народу, и девушка подходит такая: пропустите меня, сзади мужчина, пропустите, у меня там дома дети, мне нужно салатик. А я стояла в этой очереди где-то 20 минут в магазине, стою, никак не дойду, и она доходит такая, говорит мне: пропустите, у меня дома маленькие детки. Я говорю: извиняюсь, не могу, у меня тоже скоро будут маленькие детки. Если я буду сдавать очередь, то они у меня и не появятся, поэтому пошла обратно назад. Какой-то странный аргумент, да, я же мать, не люблю таких людей, честно говоря. Вот как раз-таки для таких людей, наверное, сейчас Зорнигор и ее подруги, да, создали проект, называется «Про материнство». Да, да, И кстати, вот нам поздравляем. интересно, да, Думали ли вы об поздравляем. этом, что вот где-то 2 года назад, что вы будете делать какие-то сторисы, писать о детях, что-то еще, и в итоге это выльется в такой крутой проект? Не, ну 2 года назад, наверное, нет, потому что, говорю же, да, это было больше для себя, Да. от себя, я искала себя, я приходила вот, да, в какое-то свое состояние, в понимание того, чего вообще я хочу от этой Мгм. жизни, от отношений, и вообще отношения к детям, да, а через какое-то время, когда я, ну, увидела, да, не эффект какой-то, а вообще, что я такая не одна, что Мгм. теперь уже ко мне приходят не с обвинениями, а за какой-то поддержкой, Мгм. постоянно какими-то Мгм. вопросами, еще Мгм. что-то. У нас появилась вот, да, идея такая, что а почему бы не сделать это, да, потому что как блогер, тем более у меня, да, вот в шапке профиля родила для Инстаграма, плюс мой юмор, вот эта самая ирония периодически, да, какие-то вещи такие делаю, что люди в шоке там, и восприятие там моего образа и какого-то серьезного контента не всегда совпадает, и мы решили сделать на самом деле, да, какой-то такой качественный продукт, проект, где женщина
получит ту же самую поддержку, которую искала я, которую искали мои подруги, и мы ее не нашли. То есть мы помогли себе сами, мы поддержали друг друга сами, и у нас появилось очень много информации, появилось очень много там, да, завязок с экспертами, с которыми мы могли бы посотрудничать. И я этой зимой болела в очередной раз коронавирусом, и я написала своей подруге Зивар, сказала: давай-ка мы запишем курс, дева. Что-то мы так, говорю, сидим с тобой, ничего не делаем, обсуждаем. Но у нас были обсуждения, что, может быть, сделать канал, может быть, провести какую-то встречу. Я говорю, надо записать курс в телеграм-канале. И мы записали курс по осознанному материнству, развитие личности, как личность развивает, в какие периоды ребенок что испытывает, и как можно с этим справиться, если об этом знать, да, и не думать, что у тебя ребенок неадекватный, потому что он валяется на полу, а это всего лишь кризис там 3 лет, и тебе нужно всего лишь выдохнуть, потерпеть и правильно с ним коммуницировать. А вторая часть курса у нас была раннее развитие, то есть насколько важно развивать ребенка с рождения, как важно знать о развитии ребенка с момента зачатия, да, насколько гармоничной может вырасти личность, если ребенком занимаются не там в 3 года, потому что он молчит и не разговаривает, да, там, а вот он родился и уже начинают там с ним разговаривать, его гладят, его берут на руки, да, там, с ним общаются, а не так, что, ну, ты же молчишь, ты можешь помолчать, там, можешь полежать где-то, и потом, да, там, в 3 года вот очень много, да, вот к нам обращаются мамочки, которые говорят, вот ребенок молчит, не говорит, да, и ты, ну, спрашиваешь, а что было до 3 лет, да, и получается коммуникации никакой не было. Там ребенок мультики смотрел. По телефону да, там, или он там лежал в говуре завязанный, или еще что-то, да. То есть вообще навыки вот эти вот, они не были развиты. И потом в 3 года у нас, получается, существуют уже те проблемы, которых вообще могло бы и не быть, если ты просто знаешь. И это на самом деле не так тяжело. Многие думают, что вот осознанное материнство это так сложно, потому что там столько правил, там столько всего. Но на самом деле это так легко, потому что осознанное материнство, оно больше с фокусом на женщину. Оно всегда говорит про состояние женщины. То есть счастливая мама, счастливые дети. Наполненная мама, то есть у тебя спокойные будут счастливы, потому что ты можешь им что-то отдать. И то же самое, вот, например, осознанное материнство или раннее развитие, это не значит, что ты 24 часа на 7 ты мать. Это значит, что 15-20 минут качественного контакта со своим ребенком достаточно. Вот этого небольшого времени, но ты с ним, то есть ты мыслями не где-то там на кухне, на базаре, там еще где-то, да, там, ты не в телефоне там пытаешься что-то сделать, а ты просто проводишь 15-20 минут с ребенком, общаешься, гладишь его, целуешь его, говоришь ему про свои чувства, спрашиваешь, как он себя чувствует, и все. Прекрасно. Это все-таки Я, если честно, про думала- материнство, про материнство. Да, если честно, я слушала Зарнигор, даже не хотелось перебивать. Я Да. такая говорю себе, прекрасно, я теперь тоже все знаю. Боже, 15 минут, а я-то беспокоилась. После разговора с Зарнигор хочется, да, вот есть желание быть мамой. В плане того, что ты осознаешь, что вот эти моменты, если я понимаю, то если что-то я не понимаю, нужно это проработать. Да. Зарнигор, ба фикр мо аллакай 24 сола, 25 сола, 27 сола хубон бахшиш. Бедная Хубон. Спасибо, кстати, за такую подставу. Ман нахостам, гуфтан ки 27 сола. Не, подожди. Он не из тех людей, которые вообще скрывают свой возраст. Вообще нет. Если честно, я вот надеюсь на то, что и в 35 я буду, если выглядеть так, то я буду говорить с гордостью. Зарнигор, скажите, пожалуйста, вот вы как в целом ведете этот курс? Вы сами объясняете людям, что нужно делать? То есть вы своего рода коучеры, или же у вас есть эксперты, которых вы приглашаете сами как? Ну вот получается, да, на нашей платформе, вот в Инстаграме у нас есть платформа, там проводим мы эфиры с экспертами. То есть у нас каждый месяц по 8, по 10 тем в среднем с экспертами. Нейропсихолог, психолог, сексолог, невролог, эндокринолог, телесный терапевт, мы занимаемся йогой. Вы нанимаете экспертов, да, для того, чтобы они уже как-то рассказывали. Но мы не нанимаем развернуто. экспертов, получается, мы просто просим их о взаимном сотрудничестве. То есть мы предлагаем им площадку, говорим, что у нас есть такая аудитория, у нас есть вот такая идея, и многие с радостью и большим удовольствием, за что мы очень благодарны нашим экспертам, соглашаются проводить прямые эфиры на различные темы, и получается, это тоже их некий вклад в развитие общества. Да? Также мы проводим встречи. На встречи мы также приглашаем экспертов. Мы выступаем только модераторами, так как
вот, например, я учусь на психолога, да, Мгм. то есть мне еще много-много нужно учиться, прежде чем заявлять себя как эксперта, там, да, и помогать людям как-то, поэтому мы не занимаемся какими-то вот этими псевдовещами, только потому что я родила 3, у меня там, я не развелась через 5 лет, и все так классно, давайте-ка я вас научу. Нет, мы к этому подходим серьезно, мы выбираем экспертов с проверенными знаниями, с проверенным посылом, да, Мгм. что очень важно, чтобы не загнать женщину еще в больший угол, чтобы не загнать женщину в какое-то более депрессивное состояние, Мгм, если мгм. там, да, у нее какие-то сложности по жизни, чтобы не пришел какой-то, да, там, эксперт и не сказал: ой, ты знаешь, а ты сама во всем виновата, потому что ты не знала это. То есть мы очень бережно относимся к своему состоянию, мы очень бережно относимся к состоянию наших слушательниц, наших Мгм. участниц. И говорю же, у нас идея зародилась. Мы сначала записали этот курс. В телеграм-канале он проходит онлайн. Зевар у нас эксперт по раннему развитию, она Мгм. сертифицированный эксперт. И я записала этот курс «Счастливая мама, счастливые дети» именно с подачи, да, что я немного эксперт где-то в этих вопросах, но я своим языком могу вам показать и рассказать о том, что как можно легко общаться с детьми, как Мгм. легко наладить с ними этот контакт. И у меня есть опыт, как бы, да, я легко общаюсь Мгм. там со своими детьми, да, есть сложности, но вот периодически, да, мне пишут, там, вы не показывали своих детей неврологу, а я понимаю, что, да, сейчас с ним безумно сложно, и кажется, что у меня ребенок вообще в полнейшем неадеквате, но это всего лишь кризис определенного Мгм. возраста, и он обязательно пройдет, и да, где-то периодически я там могу накричать, но я не считаю, что у меня какой-то ненормальный ребенок, мы его начинаем лечить, или я там начинаю его избивать, убивать. Вы и там. понимаете, что ты ребенок, Я во-первых. понимаю, да, но я при этом понимаю свое состояние, что я Мгм. могу не выдерживать этого ребенка и сказать: милый мой, я тебя, конечно, очень люблю, у тебя сейчас тяжелый период, но давай-ка ты сейчас помолчишь, или Мгм. давай-ка ты посидишь с папой, а я вообще не буду при этом присутствовать, потому что у меня нет сил на это. То есть у вас происходит диалог как со взрослым человеком. да, Вы объясняете как будто вот уже состоявшемуся Взрослому человеку. Фарзандам дарк мекуна, да? Да, Бехтари. и вот, да, это вот тоже такое заблуждение, что дети ничего не понимают, что они маленькие, они все прекрасно понимают. Мгм. Главное говорить с ними, объяснять им, показывать и говорить вот эти, да, свои эмоции и проговаривать чувства. Это очень важный момент. И очень такая вот, да, чувствительная тема тоже для нашего общества, потому что у нас все эмоционально абсолютно не развиты. У нас все должны быть счастливыми и довольными. То есть ولی اینو если- با فرزند باید از همون عینی تولد شدن، برای که بسیاری بعد از 4 ساله شدن 5 ساله شدن من فکر میکنم دیالوگ کردن با اونها صحبت کردن Да, غیر да. امکان است. Я Да, согласна. Также хотела отметить тот момент, что Зарнигор классно сказал о том, что вот именно эмоциональный интеллект, он очень важен. И у многих, даже людей нашего поколения, есть именно Мгм. проблемы с выработком эмоций. Мы не понимаем, что мы ощущаем, потому что в детстве нам запрещали об этом говорить. Да. Мы не могли сказать, что это несправедливо, или же там, условно говоря, один раз ребенок накосячил, мама в хорошем настроении не обращает внимания, но почему-то в следующий раз она из-за этого ругается. Вот об этом вот эмоциональный интеллект, что действительно важно, об этом нужно, наверное, почаще говорить. Да, это точно. На самом деле, я бы тоже хотела, наверное, поучаствовать. То есть надо подписаться, на Да, вас да, я да. подписана. Вообще, могут ли девочки, у которых еще нет семьи, у которых нет детей, как-то попасть на ваш курс? Вот это меня, если честно, так радует. У нас есть несколько девочек, которые или не замужем, но Мгм. слушают. Мгм, Они на мгм, платформе не мгм. курс проходят, а именно на платформе сидят, на встрече приходят. И у нас есть девочки, которые замужем, но они решили, что они хотят планировать беременность, планировать Мгм. ребенка, и они купили и курс, и доступ к платформе, и они слушают. И у нас есть вот отзывы именно от девочек, у которых еще нет детей или еще нет семьи, и они говорят: как это классно, потому что я знаю теперь, что такое семья, я знаю, что такое дети, у меня нет вот этих розовых очков, что я буду ходить такая прекрасная с животиком, а потом я рожу, у меня будет такая лялечка, я буду кататься вот Для Инстаграма вся такая очаровательная с колясочкой, картиночка, да. Да, так Реклама тоже майонеза. бывает. Нет, ну так тоже бывает, да, ты ходишь прекрасная с животиком, но на 9 месяце ты не всегда прекрасна. После родов ты не всегда прекрасна, и это так важно принимать вот это свое тело, свое состояние, да, и любить его, там, а не гнобить его, там, да, и не любить вот этот живот свой лишний вес какой-то, еще что-то. Это очень важно готовить женщину вот к беременности, да, к родам непосредственно, и очень важно готовить это психологически, потому что роды — это травма, это, Мгм. ну,
хочешь, ты не хочешь, ты как бы ты не любила этого человека, этого ребенка, это, ну, больно, как бы, это не совсем кайфово, да, ты так вышла на 12 часов. И физически, и морально. Да, и физически, и морально, и потом ты сразу сталкиваешься с тем, что вот он ребенок, и ты абсолютно не знаешь, что с ним делать, да, потому что ребенок это не только про то, что вот я его помыла, покормила, да, первые 3 месяца где-то это еще так работает, но потом очень важно, да, вот раннее развитие, про которое рассказывает Вар, очень важно знать, идентифицировать, почему ребенок твой плачет. То есть, возможно, он не хочет кушать, возможно, там ему не мокро, а просто ему не хватает внимания мамы. И когда ты вот эти вот моменты знаешь, интуитивно к тебе это приходит, ты получаешь вот это комфортное свое материнство, потому что ты не думаешь, что у меня там стирки дофига, у меня там не приготовлено что-то, там, да, там, что лучше я пораньше встану. Ты понимаешь, что твое здоровье физическое, физиологическое, психическое, оно намного важнее, чем твой муж сейчас на данный момент, чем твоя свекровь, чем соседи, вообще чем кто-либо. Поэтому ты уложила ребенка, ты такая ложишься и говоришь: простите, как бы я ночью не сплю, мне надо поспать. Вы голодные, заказываем еду. А что, так можно было? И понимаете, и в большинстве случаев, то есть если мы говорим про нормальные отношения, где нет какого-то абьюза, где нет каких-то, я не знаю, вот реальные люди более-менее психологически здоровые, Да. с ними можно говорить, и можно говорить нет. И от того, что ты скажешь нет, там никто не умрет, тебя никто не изобьет. Опять-таки, если у тебя здоровый партнер, если ты ему скажешь: милый, ты знаешь, я устала и не хочу сегодня готовить, и если мы закажем еду, ты знаешь, у нас не будет скандала, и, наверное, мы вообще будем прекрасно жить. И милый скажет: да давай. Да, согласна. агар ҳолатҳое ки шароит набошад чӣ? Но если тоже, например, нет, да, В денежном эквиваленте ты имеешь в виду или как? Бале. Ну, можно купить тот же самый роллтон. О, да, обожаю. Можно пожарить ту же самую картошку. Ролтон, да, там. свяжитесь с нами для рекламы. Нет, барои я бисёри вақтҳо мешавад ки шавҳарро маҳз ҳамин ҳолатода хеле мегӯянд пул нест, кор нест, ва бисёри оилаҳоям аз ҳисоби нарасидани пул ҷудо мешаванд, аз ҳисоби ҳамин. Не, ну мы говорим, давайте, да, сразу определим, мы говорим про здоровые отношения. То есть мы не говорим про человека, который там работает где-то в России, да, присылает деньги. Мы говорим про полноценные отношения, где женщина Ты уже имеет право на понимаешь. слово. Да. То есть ты вышла замуж, и ты не стала чьей-то собственностью. Таких семей, да, к сожалению, у нас мало. И мы не можем, например, говорить про регионы, да, какие-то. Ага. Здоровых вы имели в виду семей. Потому что, ну не даже не все семьи. Все семьи, да. Все Давайте семьи, да. так не усугублять. Просто у каждого есть возможность, но при этом, что Зарнигор отметила, если, например, ребенок всю ночь плачет, нет ничего такого, если муж, например, приготовит себе чай, там сделает бутеры, или на худой конец, если они живут со свекровью или с кем-то еще, то они тоже могут помочь. Об этом говорит Зарнигор. Не в плане того, что давайте постоянно заказывать, пока ребенку не станет 5 лет, а просто определенная поддержка со стороны семьи, потому что жена, и наши матери, и все остальное, они нуждаются в поддержке. Вот сейчас Зарнигор говорит о бессонных ночах, и нам, наверное, неловко стало перед нашими родителями, которые сами готовили, не спали ночами, вырастили нас, поэтому этот момент очень важен, и спасибо, что отмечаете именно Нет, просто эти есть ситуации. же, да, очень современные девочки. Ладно, есть девочки, да, которые вот не учились, они не видели другой жизни. Так жила их прабабушка, бабушка, мама, там, тети, сестры, все так живут, то есть у нее нет другой картинки. А есть девочки очень современные, да, у которых есть образование, и вступая в отношения, они просто вот себя, свою личность они стирают. Только для того, чтобы быть за этим мужем, только для того, чтобы у них была семья, и потом, играя вот в эту идеальную, там, да, жену, маму, в один прекрасный момент у тебя просто сносит уже крышу. И ты не будешь усталости. понимать даже, наверное. И ты начинаешь уже ругаться, ты начинаешь предъявлять претензии, ты говоришь, что меня не устраивают эти отношения, а люди рядом с тобой, они как бы не очень понимают, ну тебя же все устраивало там года 2-3, а сейчас почему? Вот сейчас тебя почему не устраивает? И лучше вот такие моменты, вот, да, у нас вот, например, проводим эфиры с психологом про отношения, что важно знать до брака. И у нас вот 16 июня мы планируем встречу тоже с психологом, говорить про контракты в отношениях, что важно обговаривать в отношениях, чтобы построить вот эти гармоничные отношения в семье, потому что отношения, они строятся не вот ты вышла замуж, родила, и через 2 года, они строятся
пока вы встречались, о чем вы договаривались, если у вас серьезные отношения. Вот вы в семье, да, это семья, это ты и твой муж. Все, мы всех остальных исключаем. Кто бы как ни обижался, мамы, папы, сестры, это не ваша семья. Ваша семья это только ты и он. И вы имеете право, и вы должны выстраивать эти отношения и договариваться, как будет это происходить. То есть кто во сколько встает, вам ок, не ок, сколько детей вы хотите. Как вы с этими детьми будете справляться, кто сколько зарабатывает, там, как ваш бюджет семейный складывается, там, да, то же самое, да, элементарно даже, например, да, что она имеет право выходить, там раз в неделю, милый, там, мне нужно Посидеть подружками. с Подружками, да. Кстати, Зарнико, мы говорили о том, что не нужно растворяться, да, в отношениях, в своем Мгм. партнере, что парню, ну, сейчас в нашем случае в основном девушки, а что насчет детей? Я вот за то, чтобы, когда можно выйти там в декретный отпуск, сколько он длится? Год, три, там, 3 года он длится, после продолжать жить. Потому что мне не нравится, когда я, наверное, простит меня Господи, не люблю это слово, но в целом осуждаю, когда мы начинаем растворяться в наших детях, забываем, Мгм. кто мы и что мы, и когда ребенок вырастает, этим родителям будто сложно расставаться с ними. Мгм. Они начинают ругаться, они хотят быть в этих отношениях, в его отношениях уже, из-за чего ребенка они подавляют очень сильно. Вот я хотела об этом с вами поговорить. Вот что насчет вот таких моментов? Вы сейчас сами отметили то, что хотите развиваться, все остальное хотите уделять время себе. Это же действительно нужно. Дети это, конечно, прекрасно, но они вырастут, как и мы, им тоже нужно выстраивать Куда То есть свою нужно жизнь. понимать, Такие что художом. они в целом свободные свободные, люди. да, Мгм. потому что вот ребенок это мое продолжение, но вообще не люблю, когда на ребенка навязывают это, Мгм. типа, ощущение того, что он должен родителям всю свою жизнь, а родители в основном почему так делают, наверное, когда нечем заняться, да? Нет, Когда- потому что тоже нас так воспитали, нас же тоже так воспитывали, мы же видели определенный пример. Потом тоже, да, вот, например, ты можешь своему ребенку говорить, нет, ты никому ничего не должен, но он будет видеть пример мамы, которая всем все должна и для всех все Мгм. делает. То есть это же тоже будет диссонанс. То есть, говорит мама одно, делает мама другое. То есть мама врет, маме доверять нельзя, Мгм. миру доверять нельзя. На самом деле это очень такие глубокие темы, и это очень важная тема, о чем важно сейчас говорить, потому что здоровая мама, да, это здоровое общество, это здоровое поколение, потому что сейчас, как раньше, вот, да, вот всегда мне пишут, очень часто, да, вот раньше же как-то жили, но, к сожалению, как раньше мы жить не можем. Не можем, не потому что мы, да, не потому что мы такие современные, мы Мгм. такие плохие, и мы такие отрицаем все традиции, да, отрицаем все каноны. Нет, мы тоже за традиции, но все меняется, Трансформируется все под время трансформируется, своё, и да, потом да. очень такое, знаете, информационно сейчас очень наполнено, столько информации раньше не было, да, и мне мама очень часто говорит, ну мы же вот вас как-то вырастили, вот мы не знали ни про кризис, ничего, не травмировали же вас, и она тоже периодически вот обижается, что да, вот я все делала неправильно, я говорю, мамочка, нет, я тебе благодарна, но мне сложно жить с тем, как ты меня воспитала, мне Да. сложно Мгм. строить так отношения. Так не работает, так нельзя, потому что у меня тоже есть личность. Я говорю, вот ты сейчас сидишь и говоришь, а моя жизнь закончилась. Вот у нее и здоровье, да, уже подводит, и она не может наслаждаться жизнью там в Да. 75 лет, так как бы она наслаждалась в 35. А она посвятила всю жизнь нам. Я ей говорю, а я так не хочу. Это не значит, что я плохая мама. Это не значит, что я там сейчас все, мне дети больше не нужны. Но на самом деле женщина, которая осознанно идет в материнство, она понимает, вот первый год жизни ребенка, он очень важный. Я максимально должна, то есть 9 месяцев мы носим этого ребенка. Это вот один организм. Мгм. Да, первая сепарация это когда вот он физически отделяется от тебя, но он также с тобой связан, да, ты его кормишь грудью, вы один организм, и вот в этот момент происходит очень сильное слияние, когда мама все время говорит, мы покушали, мы покакали, мы хотим спать, то есть и это абсолютно нормально, и когда женщина это понимает, что это нормально, это такой период, и к 3 годам она начинает отпускать этого своего ребенка, и когда он начинает говорить, я сам, она говорит, молодец, ты сам, давай. Не зря говорят о том, что модар баяк даст гахвора джумбона. Мы хотим, чтобы все наши женщины после прослушивания этого эфира были еще больше осведомлены, да, знали, что такое И вообще
вообще. И, Подписались. да, подписались на Зарнигор. На Вот Зарнигор. у нее есть курсы, если они подпишутся, там же есть, да, по-моему, Да. вся информация. Про проект. материнство называется их проект. Все это проходит в онлайн-форме. Это очень легкий способ, да, вы классно придумали. Если у Да. никого нет времени, могут просто зарегистрироваться и смотреть их эфиры. Дорогие друзья, всем спасибо вам за то, что вы все это время слушали нас. Время уже 18:56, и, к сожалению, мы вынуждены Да, попрощаться да, да, вместе с вами, Зарнигор, вместе с нашими слушателями. Что вы хотите сказать напоследок? Спасибо большое за приглашение, спасибо, что есть такая возможность рассказать о нашей деятельности, потому что на самом деле то, что мы делаем, это очень важно и это очень Да. нужно, это то, что подарит больше счастливых людей, да? И вот есть такая фраза «красиво быть счастливыми людьми». Вот я всем желаю быть красивыми, счастливыми, здоровыми и любимыми. Спасибо вам большое. Напомню, что это был шоу «Девчат». Здесь в студии были я, Ганджина, Фарида, Хубон и Зарнигор. Всем спасибо еще раз. Новое радио.